Да, застала. Но это было очень неудобно и некомфортно, особенно если это в такое время, как сентябрь или октябрь поздний, то это очень холодно. И приходишь в очень неопрятном виде, грязном. Конечно. Чем ресторан, лучше, собственно, это во дворе, может быть. Там, как говорится, отдыхаешь, от удовольствия получаешь все это. Мы до утра сидим и отдыхаем. Общаться там не бывало, но в основном заказываешь, какие тебе нравится музыка, например. Застала. Это самый кайф своего рода. Это взятие посуды на прокат, до утра мыть, убирать, накрывать. Это, наоборот, идет сплоченность нашего народа и общение. Ближе и лучше. Ну, тогда, наверное, были свои прелести, были свои условия. Собирались соседи и все. Ну, наверное, и в палатках своя прелесть была. Сейчас уже в других условиях, наверное, своя уже полегче стало. Да, нравится. Иногда просто устаешь от банкетных залов, если честно. Хочется такого более спокойного. Ну, yaxşı birlik qo'shnilar hep to'plashib, ash pishirib, qo'shnilar bir-birlarini suhbatlashib, öyle güzel şen geçiyor toylar. Şimdi restorana otursan, вилка ayrı tutmak gerek, kaşık ayrı tutmak gerek. Да, застала. Причем бывают и были свадьбы именно той, когда молодые женились, бывали и обрезания даже мы заставали. Но это было всегда весело, да, и аяхчи это была почетная должность. И я помню, что когда мои там родственники по мужской линии занимали эту должность, это было почетно. Конечно, с ними посидеть не удавалось вообще. Они все время действительно на ногах всю свадьбу проводили. Всегда была такая теплая, дружелюбная атмосфера, но за исключением, наверное, вот каких-то там отсутствия удобств, которые есть в больших залах. Но, в принципе, всегда самое главное настроение, с которым проводилась свадьба.